Всем привет, дорогие друзья! Прекрасная пора золотой осени в самом разгаре. И если многие из вас думают о том, что на дачных участках все работы завершены, это совершенно не так. Здесь есть еще чем заняться. И определенные процедуры и манипуляции необходимо делать именно в этот период, до того момента, пока не промерзла почва. И сегодня мы вновь находимся в гостях у Иннокентия Аполлоновича Федорова, старшего научного сотрудника Института биологии. Иннокентий Аполлонович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, глядя на вас, мы понимаем о том, что работы ведутся. Наколенники на месте, перчатки на руках, а значит, работа есть. И, собственно, на участке видно, что здесь еще все не готово к зиме. Вот какие работы делаются в этот сезон? В первую очередь это очистка участка. Чем чище участок, за лето надо ее скашивать трижды. Трава, опавшая трава, слежавшаяся трава, в них именно перезимовывают вот эти вот насекомые, размножаются насекомые. Хорошие защитные условия они там находят. Поэтому еще один раз капитально програблить весь участок, если вы хотите хорошего урожая и хорошей красоты ваших растений. И около самих растений надо убирать опавшую листву. Особенно на плодово-ягодных культурах. То есть Самая главная наша плодово-ягодная культура, источник аскорбиновой кислоты, это черная смородина. вот за ней надо хорошенечко. Около нее надо хорошенечко поработать. Хорошо, если мы грамотно убрали всю листву, что еще необходимо сделать осенью? Осенью наш регион, да, вот центральная Якутия, очень засушливая зона. Выпадает осадков в год 220-250 миллиметров всего. В Южной Якутии, да, для сравнения, выпадает осадков 500-600 миллиметров, до 600 миллиметров. В частности, в Нюрингринском районе, Алданском районе, Ленск, Алекминск, да. И поэтому актуально для центральной Якутии, в частности города Якутска, проводить так называемые влагозарядковые поливы. В Амгинском районе в 80-х годах 5 институтов работали над сельскохозяйственными культурами и доказали в этих исследованиях, итоги, когда мы подводили, оказалось, что влагозарядковые поливы очень эффективны. Они в 1,5-2 раза повышали урожаи сельскохозяйственных культур. Не исключение и наши овощные, плодово-ягодные и декоративные культуры. Иннокентий Аполлонович, а может быть, давайте сразу покажем, собственно, как выглядит этот полив, потому что теория это все хорошо, но зрители запоминают все на практике. Давайте покажем, да? Вот осень, да, вроде бы несколько дней дожди до дождей, но все равно не более 20-25 миллиметров выпало. Это очень мало. Обычно летом, считай, дождей серьезных не было. Тоже в пределах где-то, ну, я думаю, 15 миллиметров за все лето выпало у меня на участке. Может, где-то в Хатасах или в Тулагино побольше, но не более тоже 30 миллиметров. Это очень мало. Поэтому надо проводить обязательно влагозарядковый полив. Если мы хотим получить хороший урожай, вырастить красивые растения, да, много-много овощей, надо проводить влагозарядковый полив. Все, поливайте. Я уже провел, но продемонстрирую, да, я провел с помощью шланга, конечно. Так быстрее, да? Ага. На квадратный метр надо где-то 20-30 литров. Воды. Ага, сейчас тепло. Вода, она впитается, уйдет в нижние горизонты из корня обитаемого. Плохо, когда слишком много воды. И корни, если попадают в лед, то они могут немножко пострадать. Сейчас есть до 11-12 числа время, и влага, она уйдет в нижние горизонты, ниже 40 сантиметров. 10-40 сантиметров – это
у нас корнеобитаемый горизонт называется. Если вода ушла вниз, то она будет в следующем году при тепле, когда появится такое устойчивое тепло, она будет по законам физики подниматься. И растения начинают получать влагу, Вот так вот. которая так необходима. Поэтому берем шланг и проливаем весь участок, все свои растения обязательно вот в течение этого времени до 11 До 11 октября. Если прав прогноз. Да. Я ориентируюсь на ГИС-метео. Из всех прогнозов он более какой-то, более угадывает, более точно угадывает. Так, переходим к следующей осенней процедуре, которую нужно делать в этот период. Это вот пересадка. Всегда надо какое-то растение куда-то пересадить, лиственные, хвойные, да. Сейчас вот перед зимой, перед замерзанием земли, растения, они в покое. Листва опала. Это березка. Ага, это березка. Листва. Оптимальный размер. У меня рост 1,70 м, 1,80 м. От 1,5 метров до 2 метров. Береза это массовая озеленительная порода. Вот, не надо высаживать высоченные 3 метра и выше 4 метра. Они могут погибнуть, во-первых, да? Большой выпад будет. Ага. Больше половины погибнет растений, потому что при выемке из почвы все равно обрезаются корни. Чем больше растений, тем больше корневая система. Да. И она у нас поверхностная, распространяется в стороны. Не возьмешь же метр. Да. Никак не возьмешь, потому что осыпаться будет все равно. Поэтому 1,5-2 метра. Ага, 1,5-2 метра. Оптимальный размер. А вот диаметр ком земли называется, вот да? 10-20. Небольшой, да? Ага, 35 сантиметров. При размере 1,80 м его вполне достаточно для березы. Берем. Вот сосна. Хвойная порода, да? Ой. Ага. Сосна. Вот. 90 сантиметров. 50 сантиметров. 120 сантиметров. Это оптимальный размер для пересадки. Ком земли, хвойные, да, они хуже приживаются, труднее приживаются тоже, то есть, чем лиственные, да, чем, в частности, береза. Поэтому ком земли тут побольше, да, где-то уже вот сантиметров 40 диаметр. А теперь я покажу, вот как посадить сосну. Берем лопату, прямо здесь. Земля у меня мягкая, очень быстро выкапывается. Готово. Видите, земля мягкая, много перегноя. Я кладу даже, использую даже эту яму немножко больше, чем диаметр, да? Диаметр кома земли. И вот посадил. Стенки должны быть прямые. Для чего прямые, сейчас объясню. Ага. Сорняки, да? Это один из самых главных бичей нашего садоводства, огородничества, да? В частности, пырей ползучий. Все огородники, садоводы знают растение пырей ползучий. По-якутски ачаота. Если он появится на грядке, то его очень трудно вывести, потому что он размножается преимущественно подземными побегами, подземными побегами, корневищами, так называемыми. Поэтому очень хороший эффект дает вот подземные бордюры. Так, самодельный. В частности,
старый линолеум, кусок старого линолеума, где-то 25 сантиметров должен быть. Ниже, почему 25 сантиметров? Ниже корневища Будет прорастать. пылея не идут. Не будут. Они распространяются где-то 15-20 сантиметров. Самые поверху они идут. Поверху. Поэтому надо и барьер поставить. Им. Поэтому барьер подземный. Барьер ставим. Вот так вот. Вот. Здесь берем ножик. Смело обрезаем. Так, у нас на 2 барьера хватит этого кусочка линолеума, да? Да. Так, и поставили. Вот такой барьер, через который пырей не проникнет. Ставим сосну. Сосну. И вот промежутки между комом земли и барьером засыпаем земли. Засыпаем земли. И прямо с лопатой, чтобы она туда проникла. Запомнить надо, хвойные породы, основания ствола не должны попадать под землю, потому что могут завестись грибки, и растение может погибнуть, заболеть и погибнуть. Грибковое поражение. То есть мы землей основания у сосны не закапываем? Не закапываем. У березы тоже. У деревьев основания деревьев. Деревья это вот береза, сосна, елка и так далее, да? А кустарники можно немножко основания закапывать под землю. Оттуда даже дополнительные корни появляются. Все это дело прессуется. Вот. И земля в ямке должна сантиметров на 4-5 ниже окружающей земли. Потому что первые годы много влаги, собирается влага. Все, растение посажено. А линолеум когда потом убирать можно? Или линолеум, в зависимости от ухода, да, если растение войдет в силу, оно само будет уже не допускать пылей под себя. Это обычно где-то через 3-4 года линолеум вытаскивается, и корни распространяются. А вот если, допустим, визуально мне не нравится, что так линолеум виден, мы же его закопать не можем? Да. Можем снаружи? Нет, снаружи красиво вот так вот. Земельки. Вот. И то есть будет незаметно, да? То есть будет незаметно. Все вот зато растение, которое будет свободно от конкуренции со стороны сорняков. То есть то же самое мы делаем вместе с березкой? Да. По той же самой системе, да? По той же самой системе березки. И оставляем растение на зиму? Да, оставляем растение на зиму, хорошенько проливаем. Да. Один раз, много-много на такую сосну ведра 2 пролить. Ведра 20 литров воды. Итак. Не теплой, не согревать. Холодной. Но многие люди думают, теплую воду надо растению. Но растение при этом изнеживается, понимаете? Очень быстро изнеживается растение. Холодную воду. Достаточно 2-3 таких теплых поливов, и растение может погибнуть. Оно будет уже ждать теплую воду. Да. Понимаете? Получит шок. Поэтому надо уже применительно к нашим условиям сразу подвергнуть испытаниям. Итак, листву почистили, полив устроили, деревья пересадили. Следующее, что нужно сделать осенью? В октябре? Осенью уже многие садоводы, огородники увеличивают свой участок, да? Давайте пойдемте посмотрим, как я делаю новые грядки. Новые грядки делаем. Иннокентий Аполлонович, я уже не понаслышке знаю про ваши грядки, я знаю даже, как они выглядят. Это, товарищи, не поле скошенное, да, а это грядки,
который Иннокентий Аполлонович делает по своему, так сказать, Да-да. рецепту. Ага. Рассказываем. Ну, прямо скажу, что участка моего 9 соток всего, а не хватает. Хотя я вот умудряюсь на 9 сотках до 5000 растений вырастить. Вот так. Деревьев и кустарников, не считая огорода. Ага. И поэтому я вынужден, ну, картофельное поле, да? Картофельное поле. Вот это, считай, где-то метров 5 на 6 будет, да? 30 квадратных метров. Этого поля будет недостаточно. Вокруг озера, под своим участком и участком соседей я скосил летом сено. Сено. Суммарно где-то получилось 70-80 копен. Это 3-3,5 тонны сена. Так много, да? Получилось? Конечно, мотокосой скосили. Помощник у меня был очень хороший. Скосили сено, копные из них сделали, потом перетаскали копные под новые грядки. Зачем мы делаем таким образом, да? Во-первых, это наполнитель, да? Многие люди в качестве наполнителя используют там песок, он очень дорогостоящий, опилки, щепу, да? Я сразу решил убить 2 медведей, да? Во-первых, это наполнитель, а во-вторых, это удобрение. Да. Что такое навоз, да? Перегной? Это вот трава, прошедшая через организм лошади, ну, животного, да? Коровы там. И животное все самое лучшее уже впитывает оттуда. То есть перегной, он на самом деле беден. А тут трава. Сверху я насыплю, сделаю почвенную смесь. Почвенную смесь из песка, перегноя, и хорошей растительной земли. Почвенную смесь толщиной 20 сантиметров. И вот новая грядка плодородная готова. И вот эта вот трава, она где-то лет 6-7 будет перепревать, постепенно отдавая питательные вещества растениям. То есть, смотрите, Это будет очень плодородная грядка. Ее лет 10 не надо будет удобрять совершенно. Так, Совершенно. смотрите, мы, значит, осенью укладываем просто траву, или почву тоже сверху надо осенью делать? Или на зиму можно пока просто траву оставить? Нет, сил у меня не хватит. Этот процесс, да, создания почвенной смеси на сене я оставлю на весну, да? На весну. Пока просто трава пусть утрамбуется. После схода снежного покрова буду покупать песок, землю, перегной и буду создавать. Все понятно. Но у нас есть уже действующие грядки по такой системе, да? Вот, действующие пожалуйста. грядки. И на этих грядках уже выросла и морковь, и... Вот обратите внимание, картофельное поле, да? 4 метра на 4 метра. Ага, это был под картошку я. Получил 2 полноценных куля картошки. Вот с этого квадратика, да? Это, считай, где-то 70-75 килограмм. В пересчете на самы, это в старину на Руси считали самыми. Посадил картошку, получил 30, да? Сам 30 называлось. Я получил в этом году сам 30. Это очень хороший урожай. Из одной картошки 30 выросло? Из одной картошки такого же размера, ну, условно, да? Так, плюс-минус. выросло 30 картошек, таких же. Вот так. И если многие зрители сейчас подумают, ну, наверное, трава сгниет, да, и все это провалится, грядка упадет и так далее, вы даете гарантию, что лет 10 она будет... Как удобрение. Как удобрение и в этом состоянии. Даже больше, наверное. Ну, чуть-чуть, наверное, усядет, но это не трагично, да? Да. Будем добавлять просто сверху землю. Будем сидираты сеять. Сидираты – это зеленое удобрение. Вот так. Сидираты – это горчицу, рапс, сурепку. Между прочим, горчицу,
на поле, засеянное вот этими крестоцветными, проволочник не поселяется. Вот так. Проволочник это такой вот, такое вредное насекомое, которое поражает у нас массово даже, можно сказать, картошку. Поэтому горчицу садить надо. Горчицу садить в качестве удобрения, Ага. зеленое удобрение. Она выращивается где-то на фазе цветения, ее надо измельчать и заделывать землю. Оно тоже будет зеленым удобрением. Итак, а сюда же можно ботву или вот листья мы собрали под смородиной, сюда можно их Да, тоже да, опустить? да, листья, все я буду сюда тащить. Вот так. И оно попадет под землю, и эти насекомые через 20 сантиметров Все помрут. не смогут выбраться на Да. поверхность. То есть берем на заметку, товарищи, траву косим, время еще есть, складываем ее на пустые места, которые в будущем могут служить вам хорошими грядками. Вот такой совет, очень практичный, а самое главное действующий, работающий. Он приносит результат. Берем на заметку, пользуемся и получаем результат. Ну что, мы еще покажем, наверное, одну из осенних работ, которые необходимо сделать сейчас, в этот период. И я думаю, наш эфир будет полон. Пойдемте. Вот у меня растет сортовая смородина из Новосибирска, да? Почему? Местные сорта уже завяли, произошел опад листьев, а он до сих пор зеленый. У него жива генетическая память. Там, С того в района. Западной Сибири, еще тепло, растения вегетируют, да? И вот оно вот, будет поздно при наступлении уже таких крепких морозов листья завидать. А для безотходного производства, коему я стремлюсь, да? Стремлюсь, скажем так, можно вот эти вот листья, Зелененький только. зелененькие листья, да, немножко пожелтевшие тоже, Возможно. собирать для чая. Видите, они Конечно, совсем меньше тут питательных веществ, процентов на 20-30, зеленые, чем летом. но достаточно. Вот так вот собираются листья, их можно очень много собрать тут. Куст очень огромный, самый высокопродуктивный. Название я забыл, кстати. И ладно. Название я забыл. Листики собираем и Ягоды, как виноградины. виноград. Это мы уже видели. Дарья свидетель. Да. Так, мы собираем листики, что с ними потом делаем? Листья ферментируем. Что делается для ферментации? Ну, я закладываю прочный пакет. Пакет закладываю, немножко мну, хорошенько прессую, обвязываю и в теплое место. На пару-тройку часов. Теплое место. Это начало ферментации, да? Начало ферментации. Растение как бы потеет, Потеет. выделяется влага, начинаются процессы там идти, ферментативные, много сложные биохимические реакции происходят. После этого опять немножко помяв, прямо через мешок, я помещаю в морозильник. Шоковая заморозка. Что это дает? При заморозке в клетках образуется лед. Протоплазма, она жидкая же. Образуется лед, а лед, он по объему больше, чем вода. И разрываются клеточные оболочки. И вот эти все полезные вещества, они становятся доступными. Понимаете? Да. Тут противники тоже в последнее время ферментации появились. Всего хорошо помаленьку, да? Поэтому надо немножко томления, вот это вот, то, что в тепле держать, да? Пакетики в тепле, да. Пакетики держать. И сократить заморозку. Не переборщить. Все-таки какие-то вещества разрушаются, оказывается, при заморозке, при томлении, поэтому немножко наполовину сократить. Не 3-4 часа, допустим, томить, а 1,5 часа. А заморозку не 4 часа производить,
на пару часов. А И тогда после мы, заморозки что делаем? при ферментации образуются еще новые вещества, тоже полезные. А зато теряются какие-то, я забыл, какие-то вещества, поэтому вот такое вот. Получается, после заморозки через мясорубку и расстилаем Сушим. на старую скатерть или что-нибудь, да, на бумагу и сушим при комнатной температуре. А потом... А многие духовки, да, это очень плохо, потому что в первую очередь разрушается аскорбиновая кислота. А смородина очень богата аскорбиновой кислотой. Аскорбиновая кислота – это самый главный антиоксидант. Ага. Японская медицина считает, что нехватка аскорбиновой кислоты – это вторая по важности причина злокачественных опухолей. А первая причина, знаете что? Что? По японской медицине. Это моющие средства. Да, они не любители этого. Они очень плохо смываются, оказывается, с посуды. Да. Споласкивать 15 раз надо. Да. И поэтому надо применять старинные дедовские методы. Да? Сода и горчица. Ну что, Горчичный вернемся порошок. вновь к этой процедуре. Итак, собираем зеленые листики смородины, проводим процедуру ферментации, сушим, и на зиму у вас будет кладезь аскорбиновой кислоты. Все во благо вашего здоровья. У нас начался дождь, а это значит, что пора бы завершать наш эфир. Иннокентий Аполлоныч, мы, как всегда, благодарим вас за столь полезную информацию. А вам, дорогие телезрители, напоминаем о том, что в октябре еще есть возможность сделать полезные вещи на своем участке, дабы урожай 2025 года был больше, лучше и полезнее. Полезнее. Да, вот так. До свидания. Всего вам хорошего, удачи и крепкого здоровья. Все, дождь стал сильнее. Убегаем.